Привет, друзья! Сегодня у нас, дело в том, что я прикупил одну вещицу такую. С Алиэкспресса заказывал ножеточку, электрическую ножеточку. Дело в том, что, повторюсь, что руки слабенькие у меня, а ножи точить надо. И вот я решил, присмотрел там, не знаю, правда, там почитал отзывы. Не знаю, как и что будет, даже еще не распаковывал. Сейчас будем распаковывать и посмотреть. Заказал, все быстро пришло, правда. И по цене выбрал такую средненькую, не слишком дорогую, где-то 2400, что ли, вот это она стоит. Для домашней заточки, конечно, не профессиональный станок. Попробуем, посмотрим. Распакуем, посмотрим, что там положили. Должны были поставить еще запасные камни, такие кружочки. И почему я это заказал электрическую? Конечно, камнями есть таких, камни ложишь и точишь, там угол выставляешь. Они хорошие. И можно точить, по-настоящему. И получается очень даже классно. Но, опять же, руки, это надо долго точить камнями. А мне, чтобы по-быстрому и чтобы легко было. Просто наждачный станок есть у меня тоже в доме, но я уже этим станком не могу точить, потому что станок он крутится, и при нажатии на этот круг опасно, с руки вырывает этот нож. А этот, посмотрел, да, какая-то система другая. Вот. Что там дальше говорить, будем распаковывать и смотреть, что здесь. Собственно говоря, распаковываем. Сейчас Маша мне поможет эту коробку просто открыть. И посмотрим, что там. Сейчас осторожненько, там провода не пройдут. Там должны быть провода. Электрические. Что тут сейчас покажем? Это что? Ну-ка дай-ка. Это камни запасные сейчас. И вот, собственно говоря, вот сама ножеточка. Это не с головой ты поставила. Вот такой прибор. Так, собственно, вот этот прибор. Дальше открой, пожалуйста, вот этот пакетик. Посмотрим. Должны быть запасные камни. В подарок больше ничего не положили. Это убирать, чтобы. И вот такие запасные камни. Абразивный такой материал. Вот. Там внутри вот этого, станка электрического уже есть камни. И еще вот эти запасные. Я не знаю, наверное, можно еще купить на Али, когда вот эти израсходуются. Так, друзья, подсоединил я к розетке этот прибор. Что-то не разобрался, как разбирать там камни. Но камни уже там есть встроенные вот здесь. Сейчас попробую вот абсолютно тупой нож. Я не знаю, будет он. Но это время надо, конечно. Показываю, что он абсолютно тупой. Не режет ничего. И посмотрим, как будет точить там. Вроде бы шум небольшой. Этот шум относительно негромкий. Вот как показано в инструкции, так и буду делать. Вот эта часть грубая заточка, тут финальная заточка. И на себя нужно тянуть. С обоих сторон. Вот так. Я потом скажу, сколько примерно мы... Весь процесс, конечно, весь процесс это долго будет. Процесс будет очень долгий. Там у меня бесится рыжик.
И сколько я абсолютно... Сколько потрачу времени на абсолютно тупой нож, я вот сейчас засеку время и покажу. Так. Ой, не показывает, наверное. Ну тут сейчас время 15:07 у нас. Я начинаю точить и посмотрим. Но если довольно-таки довольно-таки долго придется точить. Так, друзья, появилась кромка небольшая. Вот я уже точу, как бы, ну, ножи совершенно уже тупые, да. 7, так, тут показывает 16, уже получается я точу 11, ой, 9 минут точу, да, 9 минут, да. Теперь, после того, как появилась кромка, буду точить уже более тонкой, более мелкой фракции, где камни. Даже звук потоньше тут получается. Медленно провожу вот так на себя. Ну, как в инструкции показано, так и делаю. Так. Есть какие-то зацепы. Уже. И сейчас проверим, как будет резать бумагу. Это выключим аппарат. И посмотрим, порежет бумагу или нет. Не знаю там, как кадры попадают. Режет, нет там. Смотрите, нормально так режет даже. Видите? Ножей много. Буду, как бы, точилка вот на первый взгляд работает, а дальше потом как там и что. Я знаю, что она как-то открывается, и здесь тут надо чистить вот эти металлические стружки. Я пока не разобрался, как вот это будет открываться. Ну, по-моему, где-то защелка должна быть. Просто снизу где-то, наверное. И эти камни тоже меняются. Если что, там можно будет посмотреть в интернете, как это все открывается, и разобраться. Вот так. Ну, что еще скажу. Ножеточка работает. И главное для меня, это я могу делать, потому что большими станками или станки, что на камнях, мои руки уже не работают. А так, ну не профессиональная, конечно, если там уже долго не точить и конкретно затупили ножи, это уже надо отдавать профессионалам, чтобы нормально там поточили. А так и Маша это может делать в любую секунду. Взял, раз быстренько поточил, например, во время готовки под руки попался тупой нож. Взял, включил там, она и будет на кухне прямо в шкафу. Раз, включил, жук, быстренько, уже все. 5 минут уделил этому и готово. А у меня сегодня вечер длинный, ножи тупые, ножей много. Я буду точить. Вот так.
Ну, я бы порекомендовал вот эту точилку. Вот. Ссылку, где я покупал, оставлю в описании под этим видео. Ну все, показал свое приобретение. Еще добавлю. Приобретал это на донат. На донат от подписчицы. За что тоже спасибо большое. Вот так. Все донаты, которые вы мне присылаете, все использую и иногда на поддержку канала. Там покупаю всякие штативы, да, что поможет мне при съемках. Но в основном идет на, ну, в дом. Что-то всегда закупаю в дом. Вот так. Сейчас вот конкретно ножеточилку. Все, заканчиваю. Всем пока, друзья. Всем удачи. До новых видео.